Формы классных показателей. Существует 3 формы классных показателей – утвердительная, вопросительная и отрицательная. Рассмотрим каждую из них по отдельности. Утвердительная форма выражает положительное утверждение. С этой формой мы уже знакомы. В, Е, Б, Д. То есть просто классные показатели в своем обычном виде. Например, «С, С, В, Ш, В» – он мой брат. «Сун Йоу Зуж С» – она мне знакома. «З, Лор Е» – она врач. «Жлал Хой Б» – они соседи. «Ш, Седох Тары Д» – вы мои друзья. Вопросительная форма используется, когда мы спрашиваем. Выделяется вот так. Ви, Yi, Би, Ди. То есть первая буква классного показателя сохранилась. Не забываем учитывать показатели разных классов. Там, где Ви, значит В, мужской класс. Там, где И, значит Е, женский класс и так далее. Итак, рассмотрим предложение с вопросительной формой. «Схавош Ви» – он твой брат. «Он йоузжи из» – тебе она знакома. «Злори» – она врач. «Жлол хойби» – они соседи. «Шоседох иди» – вы мои друзья. Важно! Вопросительные формы Ви, И, Би, Ди не употребляются совместно с вопросительными словами. Например, «мыча, ви, кэнг». Так мы не говорим, это неправильно. «Малыш би уж». Так мы тоже не говорим. То есть вопросительное слово плюс вопросительная форма неправильно. Но как же тогда будет правильно? С вопросительными словами мы употребляем обычную утвердительную форму. В, Е, Б, Д. Например, «Мычав, кэнг». Где мальчик? «Малыш быш». Кто они? То есть вопросительное слово плюс утвердительная форма – это правильно. Кроме того, мы еще и без вопросительного слова можем употреблять формы В, Е, Б, Д в вопросительном предложении. Но ведь тогда это будет не вопросительное, а утвердительное предложение, скажете вы. А вот и нет. Чтобы из утвердительного предложения сделать вопросительное, нам всего лишь нужно поставить вопросительный знак и добавить нужную интонацию. Например, «З галга В». Он ингуш. Обычное утвердительное предложение. «З галга В». Он ингуш. Вопросительное предложение, потому что мы поставили вопросительный знак и добавили интонацию. То есть получается, что вопросительное предложение мы можем составить двумя способами. Первое – утвердительные формы В, Е, Б, Д плюс интонация и вопросительный знак. Второе – вопросительные формы Ви, И, Би, Ди плюс вопросительный знак. Но и это еще не все. Есть и третий вариант вопросительного предложения, но о нем мы поговорим позже. А сейчас обсудим отрицательную форму. Третья отрицательная форма выражает отрицание. Выделяется вот так. Вац, яц, бац, дац. То есть к обычной форме добавилась буква С. Например, «Хасынок оствац» – ты не мой товарищ. «Иссидяешь яц» – она не моя тетя. «Шоёу лойдац» – вы не Евлоевы. «Иш эрси бац» – они не русские. Данные формы выступают в значении «нет». Теперь поговорим о той третьей вопросительной форме, которую мы оставили на потом. Вопросительные формы «вети», «ити», «бети», «дети» плюс вопросительный знак. Данные формы имеют некий оттенок сомнения. При переводе на русский язык добавляются слова «что ли» или «разве». Обратите внимание, что это будто бы отрицательная форма и вопросительная форма вперемешку. При вопросе добавляется частица «не» и оттенок сомнения. Что ли, разве? Например, «Лор Витиес, он не врач?» Или «Он не врач, что ли?» «Нанц Аити, мама не дома?» Или «Мама не дома, разве?» «Черсибитиеш, они не кабардинцы?» Или «Они не кабардинцы, что ли?» «Ну, Скалдитиес, это не невеста?» Или «Это не невеста, разве?»